Три политика в Коми оказывают серьезное влияние на общественно-политический процесс. По итогам 2012 года и начала 2013 это глава Коми Вячеслав Гайзер, председатель Государственного совета Игорь Ковзель и первый вице-губернатор Алексей Чернов. Таковы результаты рейтинга политиков, опубликованные информагентством Коминформ. Роман Истомин продолжит. Для оценки были предложены ключевые критерии – достижения, уровень влиятельности и публичность. Эксперты, в частности, учли то обстоятельство, что федеральные аналитики оценили Вячеслава Гайзера как главу региона с высокой устойчивостью. И, кроме того, губернатор имеет сильное влияние на федеральном уровне. В плюсы Вячеславу Гайзеру пошло и его заявление о готовности участвовать в губернаторских выборах только в случае наличия поддержки населения и единороссов. Намерение правительства Коми проконтролировать решение вопросов трудоустройства молодых людей, отслуживших в армии, начало разработки механизма реализации проекта строительства железнодорожной магистрали Белкамур и укрепление позиций руководителей республики в связи с назначением Игоря Ковзеля председателем Госсовета Коми. Резкий взлет в карьере позитивно отразился и на рейтинге Игоря Ковзеля. В его активе также участие во встрече с главой государства Владимиром Путиным, в деятельности парламентской ассоциации Северо-Запада, рабочие визиты в самые северные муниципалитеты региона – Инту и Воркуту. Влияние Алексея Чернова, ответственного за внутреннюю и информационную политику, в целом остается на стабильно высоком уровне. Отвечая на вопросы, какие именно характеристики делают этого политика влиятельным, эксперты, помимо предложенных критериев, предпочитали следующие варианты ответов: хорошие связи на федеральном уровне, лоббистские возможности, личные качества и финансовая самостоятельность. Вместе с тем в топ-20 вошли вице-губернаторы Константин Рамаданов, Александр Буров, Владимир Тукмаков, вице-спикер регионального парламента Станислав Хахалкин и другие. Роман Истомин, телеканал Юрган.